Обсудив все вопросы детально, стороны подписали ряд документов. Один из основных – комплексная программа сотрудничества Кыргызстана с Казахстаном. Она охватывает все сферы двустороннего сотрудничества. В целом, кыргызстанская сторона довольна результатами переговоров. Я хотел бы отметить плодотворное продолжение нашего взаимодействия. Сегодняшние переговоры дадут импульс дальнейшему активному продолжению политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества на всех уровнях. Казахстан – наш надежный партнер и ближайший добрый сосед. Пройдите к окну номер 7. Возможно, в скором будущем возобновится работа контрольно-пропускного пункта Кичи-Капка в Таласской области на границе с Казахстаном. КПП был закрыт в 2010 году по инициативе казахстанской стороны. Если пункт пропуска заработает, облегчится положение граждан при поездках в соседнюю страну. Лидеры двух стран также приняли решение об увеличении сроков режима КПП Каркара-Автодорожной в Иссыкульской области. Кроме того, страны намерены отремонтировать 2 контрольно-пропускных пункта. В частности, Акджол-Кордай и Актелек-Карасу. Такие меры улучшат передвижение людей и товаров. Согласно нашим договоренностям, будет проведена работа по возобновлению функционирования пункта пропуска Бесагаш, Кичи-Капка с кыргызской стороны, а также смене режима работы пункта Кегень, Каркара с кыргызской стороны. На ближайшую перспективу намечена реконструкция пунктов пропуска Кордай, Акжол и Карасу, Актелек. Для поддержки и стимулирования экспортно-импортных операций Казахстаном предложено создать логистический центр по оформлению и обработке товаров. Реализация проекта позволит значительно облегчить административные процедуры и перемещение товаров по территории наших стран. Пункт пропуска Каркара автодорожный, а именно перевода его режима работы со светлого времени суток на круглосуточный режим работы. То есть это позволит увеличить пассажиропоток, пропуск через государственную границу. Ну и также сегодня, как отметили, это пункт пропуска Токмок, Кембулун с двухстороннего, согласно ранее подписанного соглашения, уже проходит ратификацию, переводится на международные, то есть где могут пересекать данные пункты пропуска и граждане третьих стран. Кыргызстан и Казахстан намерены более тесно сотрудничать в области миграции. Соответствующий документ подписан. Теперь сторонам предстоит решить ряд задач. В частности, обменяться информацией о гражданах, находящихся на территориях государств сторон, о лицах, принятых или восстановленных в гражданство той или иной страны. Также стороны планируют периодически обмениваться опытом и оказывать друг другу практическую помощь. К слову, в Казахстане живут и трудятся около 30 тысяч кыргызстанцев. Бесценный вклад в это дело огромной важности внес первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев. Он не раз отмечал, что казахи и кыргызы – самые близкие народы, которые тесно связаны с самой судьбой. Не могу не отметить и большой вклад уважаемого Сооронбая Шариповича Жээнбекова, с приходом которого на пост главы кыргызского государства сотрудничество между нашими странами получило новый импульс. Нурсултан Абишевич Назарбаев и Сооронбай Шарипович Жээнбеков в 2017 году проявили политическую волю и завершили важный для двух стран этап закрепления правового статуса государственной границы. Это ярко продемонстрировало всему мировому сообществу приверженность Казахстана и Кыргызстана духу добрососедства. К сотрудничеству готовы и Генштаб Вооруженных сил, и Министерство обороны Республики Казахстан. В частности, ведомства подписали соглашение об организации приема аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на военных аэродромах Вооруженных сил двух стран. Сотрудничать в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями договорились финполы двух стран. А Госинспекция по экологической и технической безопасности страны и Комитет технического регулирования и метрологии Казахстана намерены обмениваться опытом в проведении метрологического надзора. Мы обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества. Договорились по ключевым вопросам нашего взаимодействия и определили практические механизмы их реализации. Выражаю уверенность в том, что наши переговоры поднимут отношения между Кыргызстаном и Казахстаном
на новый качественный уровень развития. Уверен, что кыргызско-казахстанское стратегическое партнерство и союзнические отношения будут и далее укрепляться во благо народов наших стран. Увеличить взаимный товарооборот до $1 миллиарда в год. Такую задачу перед собой поставили лидеры двух стран. Уже определены конкретные меры. В первую очередь страны намерены работать над снижением торговых барьеров. Примечательно, что эти цифры растут. Для поддержки деловых связей двух стран мы договорились создать отдельную площадку, где предприниматели на регулярной основе могли бы налаживать прямые контакты. Одним из возможных вариантов может стать внедрение практики проведения межрегиональных форумов Казахстана и Кыргызстана. Во всяком случае, такое предложение было высказано сегодня мною во время заседания Межгоссовета. В январе-июле 2019 года товарооборот составил $542 миллиона, что показывает рост в 9,6% за аналогичный период предыдущего года. Объем прямых иностранных инвестиций за январь и июнь 2019 года составил $9 миллионов. Товарооборот за последние годы вырос почти что на треть, составив $900 миллионов. По данным Евразийской экономической комиссии, за январь-сентябрь этого года в Казахстан было поставлено кыргызстанских товаров на $246 миллионов. Кыргызстан экспортирует полезные ископаемые, сельхозпродукцию, в том числе молочную, овощи, фрукты, одежду и другие товары. А из Казахстана импортировано товаров на сумму $410 миллионов. В частности, это продукты питания, энергоресурсы, удобрения, лекарства и другие товары. В 2018 году 73 тысячи тонн было экспортировано, то в этом году за 10 месяцев мы экспортировали более 130 тысяч тонн фруктов. Это по сравнению с прошлым годом на 57 тысяч тонн больше. То есть это говорит о том, что в данное время никаких ограничений со стороны других государств нету. В основном мы отправляем овощи и фрукты, это яблоки, абрикос летом, сливу, помидор, огурцы. А с Республики Казахстан в основном нам возится пшеница и мука. Плодотворно поработал и Межправсовет двух стран. По итогам заседания подписано 4 решения, в том числе решение о дальнейшем развитии кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества и решение о сотрудничестве в сфере логистики. Итоги госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева послужат укреплению кыргызско-казахской дружбы и братских отношений между странами, уверен Жээнбеков. А укрепление дружбы с соседями – одно из основных пунктов концепции внешней политики. А я напомню, что свой первый визит в качестве главы государства после инаугурации Касым-Жомарт Токаев совершил в Кыргызстан. Тогда он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Ну а наш президент Сооронбай Жээнбеков также с рабочим визитом посещал Казахстан. Тогда он пригласил своего казахского коллегу посетить Кыргызстан с государственным визитом. Эксперты отмечают, что данная встреча не только откроет новые страницы в истории кыргызско-казахских отношений, но и даст импульс дальнейшему развитию наших отношений. Жибек Шашамбиева, Нурдан Гарыпбеков, Пирамида.